Всем привет, друзья! Ну что, наступило время, так скажем, водомоторной техники. Сегодня спускаю баркас на воду, ставлю лодку на ход. В этом году ранняя весна, лед сошел очень рано. По прогнозу так рассматриваю, ну в общем весна, ребят, на 2 недели раньше. 22 апреля сегодня, ребят, спускаю баркас. За спиной мотор 9.9 Гладиатор. 4-й сезон, ребят, будет мотору. Многие спрашивают, как, Андрюх, мотор себя ведет. Ребят, без нареканий. Сегодня хочу обслужить немножко. Поменяю масло в редукторе. Поменяю винт. Заказал я винт новый, ребята. 12-й шаг. Вот хочу попробовать поменять. Потому что винт, видите, ребят, в каком состоянии у меня уже. Да, его можно подточить, подправить. Ну, в принципе, будет как запасной. Ждал масло, ждал винт. Вот немножко задерживаюсь, так как деревенский, в принципе, уже кто охотник, кто рыбак, он уже на воде. Ну, сейчас, понятно, рыбалки нету, в основном все ставят сети. Вчера открылась охота на водоплавающую дичь с подсадной. И, в общем, стрельба слышно. В общем, мужики уже все на воде, уже все на движухе. А я сегодня, ребят, спущусь, заведусь, прокачусь, посмотрю места, в общем, и, наверное, завтра, послезавтра уже сделаем выход по налиму. Ну а пока, ребят, меняю масло. Меняю масло, ребят, каждый год я. Хотя многие там через сезон меняют. Ну, кто как ходит. Я лично, ребят, на этом не экономлю и не жалею. Моторчик такой, да, грязноватенький уже. Ну, в принципе, ребят, доволен. Пока меня все устраивает, пока не буду менять мотор. Пока не задумывался. В общем, давайте начнем, ребят. Сегодня такое видео будет. Так, ну что, откручиваем 2 болта. Болты, ребят, здесь под отвертку. Это не просто так, чтоб не сорвать, так скажем. Так. Ну, в принципе, ребят, смотрю, масло у меня хорошее. Даже не темное, не черное. Прокладочка стоит. Не потерять. Так, сначала вверх, потом вниз. Опа. Так, баночка готова, все, в принципе. Ух ты, даже, ребят, вода была, смотрите. Даже эмульсия. Вот, а я говорю, хорошая. Ни хрена там не хорошая. Даже немножко эмульсии было. Вот так вот, ребят. Видите, как бывает. Так что проверять надо всегда. Вон, вода была. Ну, мотор у меня хранился в темном помещении. Если бы я хранил бы его в гараже, то, естественно, я бы его на зиму слил вообще полностью. Оставил бы его пустым. Потому что, видите, ребят, если кто хранит в холодном помещении, вода бы это замерзла, и можно было редуктор повредить. Просто могло бы его разорвать. Вон, эмульсия, ребят. Охренеть. Так что не зря занялся. Хотя в прошлом году менял. Такая себе жижа, ребят, смотрите. А тут сверху показалось, что нормально. Так, ладно. Пускай стекает все. Я пока приготовлю остальные инструменты. Вот так вот, ребят. В прошлом году было намного лучше. Как-то оно так. Так что не ленитесь, проверяйте. Так, все-таки техника есть техника. Даже вода, короче, попала как-то. Но я хорошенько ударялся. Ходил в прошлом году в большое путешествие, сильно ударился. У меня даже колпак слетел, было дело. И вот как раз тут загнул винт, вот именно здесь. Но, видать, редуктор тоже что-то хапанул. Ну, вал вроде все нормально, проверял. Как проверяется вал, снимается винт, заводится мотор и просто смотришь, как вал. Есть вибрация, то бишь есть какие-то моменты. Ну, в общем, такие дела. Ну ничего, сейчас зальем свеженькое масло, все будет четко.
Я еще не помню, ребята, откуда это у меня масло, но, в общем, она у меня давно еще, когда у меня была Хайди пятерка в комплекте, вот у меня было 2 банки, до сих пор использую. В общем, ребят, лайфхак по колхозному, вот такой шланг, как раз заходит вот это отверстие, и просто самый большой шприц, который я нашел, 250 кубов, в общем, вот так я ее меняю. Да, кто-то увозит на ТО, а кто-то там шприцом как бы специальным таким заправляет. А я вот, в общем, ребят, так, сейчас залью банку, потому что шприц уже не доходит наполнить. В банку сейчас нальем просто. Вот, и будем с нее черпать. Вот так вот. Ну, в принципе, нормально. Все. Вот так, друзья, видите, он четко туда закручивается. Прям как будто там и был. И вот для удобства я еще и беру изоленту. Вот так его сверху сейчас закреплю, чтобы было удобнее заливать. Все, ребятки, и погнали. Так. Берем наш шприц, наше масло и заполняем. Опа. Первые 250 кубов. Так. Опа. Все, ребят, поехали потихоньку. Видите, все хорошо получается. Первый есть. В общем, заполняем, пока отсюда не польется. По правильному, не знаю, но многие утверждают, что надо заливать снизу. Не сверху, ребят, а снизу. То бишь мы выдавливаем весь кислород. И заправка получается правильной. Вторые 250 кубов. Все, конечно, масляное, склизкое, неудобно, но по деревенскому, ребят, по колхозному. Ну, в общем, поменять можно масло вот так. Вторые 250, ребята, зашли. Опа. Третий. Третий. Опа, поехали. Есть третий. Ну все, ребят. Масло поменял. 8 уколов пришлось сделать, чтобы не болел. Все, сейчас меняю винт. Ну и так немножко протяжечку сделаю. Посмотрю, сниму колпак. Посмотрю там, может что там подтянуть. В прошлом году и подтягивал, газулечку подтягивал. Здесь на заслонке там гайки расслабли. Ну, вибрация все-таки надо смотреть. Ну, сейчас удобнее просто, нежели когда он висит на моторе, и ты там, как говорится, раком ковыряешься. Лучше дома такое ТО небольшое сделать. Все, отлично. Он, да. Вот такой у нас вид. Вроде все подходит. Сейчас посмотрим. Вроде смотрел по маркировке. Вот видите. Вот здесь у меня вот маркировочка. Ну да. Только здесь 12G, здесь 11G. Так что должно все
подойти, по идее. Помню, с дедом на Печоре ходили, об камень ударились, вот, то бишь сорвали вот эту шпулю, да, так скажем. Дед просто гвоздь загнул и погнали дальше. Так, что тут у нас? Сколько? 17, что ли? Аж от руки откручивается. Лифта нету. Все хорошо. Все, ребят, готовченко. Все, красота, ребят. Гайка даже от руки открутилась. Вот дела, блин. Ну, не знаю, этот на запас еще, в принципе, говорю, еще походит. Ничего тут страшного особо-то я не вижу. Так. Подточить его, выпрямить, и все, и положу на запас. А так по-хорошему надо 10-й еще шаг взять, потому что бывает сильно груженный хожу, а поменять-то 3 секунды его. Вот. Соответственно, надо еще 10-й. В магазине 5 с лишним сейчас стоит винт вот этот. А взял на ВБ 2400. В 2 раза дешевле. Ну, понятно, может качество, может производитель разный, но как минимум дешевле. Ну все, с мотором телодвижения покончено. Винт поставил, масло поменял. В принципе, все вроде как хорошо. Немножко протянул. Что, готовим лодку, ребят. К обеду должны ребята подъехать. Поедем спускаться.
Ну все, друзья, собрал я баркасик. Все, коврик в прошлом году приобретал. О, очень мне нравится, ребята. Тема вообще классная. Можно было даже побольше его. Ну, чисто вот где площадка ровная, туда я поставил. Все, залил, ребят, 15-ку. У меня в баке еще 5 было. Ну, в общем, 20 литров. ГСМ в деревне пока нету. Все. Закрепил мотор. Вроде как нормально. Ну, потом прокачусь, еще протянусь. Цепочку повесил. Как бы не для того, чтобы мотор не сняли, а то, что мало ли ударишься куда-нибудь, ну, вдруг слетит, чтобы не утопить, в общем. Ведерко, тряпочка, губка, так для марафета. Ну и все, жду ребят, к обеду подъедут и поедем спускать лодку. В принципе, все, ребят. О, отзимовала моя кормилица. Отзимовала. Немножко ее протер, помыл даже щеточкой по красоте. Так что все, ништяк, ребят. Ух, охота уже. ЧК вроде на месте. Жилет, переодеться, термос заправлю, чтоб хочу покататься, посмотреть сегодня места, вообще в каком состоянии. Зайду, посмотрю, можно ли зайти на остров. На майские праздники собираемся пожить. Туда схожу на малую реку, посмотрю. Ну так, в общем, оценю обстановку. Есть ли смысл уезжать сейчас? Сейчас самый пик, вода даже из берегов начала выходить. Есть ли вариант съездить по налиму? В общем, все, ждем ребят и погнали. Ты заваливаешь. Ну да, мелковато тут. Ну, ребят, ну все, на воде. Леш, спасибо большое, будешь смотреть. Короче, договаривался с одними, что-то трубки не берут. В общем, нашел человечка, помог. Заехали, забрали. Ну, прямо возле моста, ребят, спустились. Сейчас там проползу, наверное, как-нибудь. Ну, сейчас будем пробовать заводить. Жилет взял. Все. Запуск первый. Ну что, давай, кормилица, мой кормилица. Подсос. Так. Круша накачана. Да ладно, блин. Контролька побежала. С первого раза, ребятки. Китаешка мой работает, слава богу. Так, ну что у нас, 12-й винт, ребятки. Сейчас попробую там проползти. Надеюсь, получится. Не стали искать, туда заезжать, сюда. Там уже лодки стоят. А здесь мелко пробовали, нифига. Тут спустились, короче. Так. Все вроде нормал. Все затянуто хорошо. Отлично. Что, первые шаги? Выходим, ребята, из гавани. Чуть подымем, потому что здесь мелко. Проползу тут я через кусты, нет, блин. Везде кусты, блин. Скорость выключили.
Ух ты, фига. Коряга какая. Ветерочек, братва. Ветерочек, ветерочек. Ладно, жилет одеваем. И начинаем. Что, ребятки, все, свобода. Вырвались. Ну, водичка, я скажу, ребят, большеватенькая, конечно. Такое себе. Сегодня еще ветер. Ну так, чисто сейчас до малой реки сходим, прокатимся. Посмотрю вообще 12-й шаг, что он вообще покажет. А в прошлом году я на 11-м 43 подымал. На 12-м, наверное, полтинчик пойдет. Ну что, пробуем? Угу. Да, ребятки, хотел сказать, обстановка по кайфу. Вода прям на пике, очень большая. Если кто помнит, я всегда здесь останавливаюсь на мотособаке и на этих обрывах стою. А потому что, ребят, смотрите,
Дело в том, что по половодью здесь можно рыбачить. Здесь высокие обрывы и как раз дает немножко порыбачить. Ветер, правда, мощный. Ну, такое себе, много хлама плывет. Вообще, бревна, трава. Ну, вот здесь можно 5-6 донок кидать смело. Частенько здесь бывает ночую. Ну, проблема здесь одна, что нету дров, потому что поле. В тех соснах раньше таковало 3 косача. Не знаю, как в этом году. А так, вот здесь это место. Я специально сюда поднялся посмотреть. Это, чтобы вы понимали, другая река. Я зашел на нее, здесь недалеко устье. Да, вот когда-то дрова еще завозили в деревне, чтобы здесь можно было ночевать. Я даже не знаю, ребят, какую сейчас рыбалку можно произвести. Жестко, конечно. Ну, по половодью, в принципе, можно пробовать. Вот одно из точек, где можно в половодье пробовать налима. А так, все, что остальное, берега затоплены. И вот в таком состоянии они. Ребята, я даже полгаза не иду. Вообще прет ракета. Небольшая такая боязнь, знаете. Ну, такая неуверенность. Плюс вода большая, страшно немножко. Ну а так, как будто в первый раз за румпель сел. Круто. Мощно, ребят. Не знаю сколько. Полтинник пойдет она на 12, 100%. Ладно. Спускаемся, едем в другое место. Блин, ветер хреново. Ну как-то так. Как-то так. Так, я тут траву не намотал на винт. Вот. Можно сюда приехать, ну, не знаю, такое себе. Сколько здесь в последний раз не ночевал. Вот такие налимчики. Больше ничего тут интересного. Где можно стоять по налиму. Но здесь, смотрите, максимум 3-4 донки. Все. Ну, что-то с кустов можно забросить. Что-то здесь. Это наша знаменитая яма, где зимой рыбачим. Вот. Ну, чуть-чуть, вообще чуть-чуть. А кусты уже затоплены. В общем, здесь тоже бесполезно. Но зато там есть лужа. Можно еще и охотиться. Крутая информация. Есть заход, затопило заход на остров. Вот именно сейчас пик, и только сейчас можно добраться на моторе туда, завести весь карп и побалдеть. Когда вода упадет, туда уже на моторе не зайдешь. Ну, есть дорога, ребят, только немножко надо пропилиться, баланами завалило. В общем, можно, ребята, если не по налиму, то на остров заезжать. Ну, блин, планово, конечно, у нас на майские праздники. Вообще пушка. Есть, ребята, есть дорога. Блин, а? Как же рано в этом году.
Так, ну чё, сгоняем еще на одну речку. Посмотрим, как там дела. Просто ракета, ребята. Полгаза она летит просто. А, пушка, вообще пушка. Тормознул, ребята, еще на одной речушке. Уже вот виднеется очередная деревня, так скажем. Точнее, село. Ну, тут то же самое, ребят. Вот прикольно, кстати, вот в моем районе 3 реки, грубо говоря, в доступности. Вот, в общем, от моего дома километр ниже одно устье, километр выше другое устье. Интересно, конечно, так. Ну, это только весной, ребят. Только весной вот так можно походить. Летом не походишь. Только водомет. Местами вообще мелко. Соответственно, и рыбы нету. Потому что очень-очень мелко. Ветер, ребята, сильный ветер. Невозможно ходить по Сысоле. Местами порыв такой, что аж лодку задирает. Аж, знаете, вот как фура проезжает по скорости на легковой машине, поток воздуха, вот то же самое. Что, 12 шаг, ребята, рулит. Сейчас, правда, не замерить, потому что очень опасно. Надо держать, смотреть на дорогу, ветки, баланы плывут. В общем, будет погода, потом замерим. Ну, мне, в принципе, 11-го хватало. Я просто решил поменять, потому что ему уже хана у меня винту. А так для себя думаю, а что нет, попробую 12-й. 10-й тоже надо вооружить, потому что бывает лодку грузим так, что мама родная. А так, в принципе, вообще, ну в полгаза я уже чувствую, там, блин, 30-ка уже жмет. Прям реально. Так что класс. Вообще, да и, блин, круто покататься просто вот так. Ну, смотрю, вода, конечно, большая. И остров, ребята, может зайти. Теперь буду думать. До майских праздников нам еще далеко. Вот. Так что, скорее всего, куда-то поеду. На неделе у нас опять морозы, снег. Такое себе, конечно. Ну ничего. Блин, ребят, смотрите, сколько гусей. Я тут базарю, они тут сидели все на полях. Ужас. Охренеть. Не знаю, штук 300, наверное, если не больше. Поднял, блин. Я тут разговариваю, они сидят. Охренеть. Прямо возле деревни, вон, пожалуйста. Ставь шалаш и охоться. Вон они на круг пошли. Будут садиться, наверное. А тут уже можно стрелять было. Охренеть, гусей, бля. Кружат, хотят садиться походу. Меня, наверное, спалили. Хрен там сели, блин. Садятся, ребята. Охренеть. Вот это гусей. Все садятся, ребята. Вся пачка падает. Ах, сколько мяса. Гусь это не утка. Охренеть сели, ребят. Штук 300, наверное. Вообще жесть. Вон еще садятся. Ладно, не буду мешать, пускай кормятся. Вон еще едят. Идут. Вообще жесть.
Все, ребятки, дома. Красота, блин, ребята, ну, кто понимает, тот понимает. Не хватало уже этого прям. Прокатился ветерок, конечно, на реке, волны, ну, так, прокатился, посмотрел, вода в половодье. Будем думать, будем решать. В принципе, есть места, где нету дров, но благо у нас есть сейчас брикеты. Что-нибудь сообразим. 12 шаг, ребят, решает. Прям наполовину. Чувствуется, идет 30-ка. В общем, полтинник он пойдет 100%. Ну, мне скорость, в принципе, и не нужна была. Просто поменял и решил попробовать. 10-й надо будет тоже прикупить. Будет денежка, возьмем, чтобы было тоже в запасе. А так, прокатился, увидел парней. Угостили ребята меня уточкой. 2 штучки. Сейчас почищу и вечером будет шурпа. Так что залетайте, ребята, адрес знаете. Все, давайте, друзья. Буду думать, если что, увидимся по Налиму или на острове. Ну, что-то одно из двух. Связь.